Здравствуйте! Как всегда по средам в эфире «Путевые заметки». Пускаться в путешествие по времени по следам разных историй на видеохронике для меня становится увлекательным занятием. Особенно, когда это видеохроники немало в семейном архиве. Особенно, когда этим лентам уже более четверти века. Представить только, за это время сменилось целое поколение. Хочу, чтобы вы обратили свое внимание на хронику одного праздника. Чтобы связать виртуальное с реальным, я поехал на поляну Муквашта. Неожиданно пошел дождь. Но дождь не помеха, наоборот, в помощь. Он всегда оттеняет образы ускользающего прошлого. Муквашта – культурный и исторический центр Обжуйской Абхазии. Здесь также расположен средневековый православный храм – собор, построенный в X веке. Он является венцом абхазского зодчества. Построил его царь Леон III, который похоронен там же. Это единственный в Закавказье пятинефный, усложненной конструкции храм. В середине XIX века он был отреставрирован владетелем Абхазии Михаилом Чачба. Храм стал его последним пристанищем. Тут также покоится его сын, выдающийся поэт и мыслитель Георгий Чачба. А еще говорят, что здесь также функционировала архиепископская кафедра для абазгов и апсилов. Так и становится понятным, по каким критериям наши предки выбирали места, где они проводили важные судьбоносные мероприятия – собрания, сходы, этнические праздники. Ведь культовость той или иной площади формируется под воздействием реальных исторических событий, а также культурно-религиозных воззрений. За последнее время у нашей программы сложился свой постоянный круг экспертов. И сегодня они поведут свой рассказ, обращаясь к этнографическим тонкостям и искусно вырисовывая детали исторических событий. Муквашта – это старая история, это Абжуа-Резера, да? Это запрещенные дела были в советское время, именно не потому, что там кто-то из Кремля, скорее всего, это грузинские какие-то движения были. И она была проведена не в отрыве от общей обстановки вообще. Абжуа-Резера, Муквашта так называемая, ее провели в рамках фестиваля Лига Абхазского мира. Это всемирный фестиваль такой был. И в Абхазию тогда были приглашены и съехались со всех концов стран, там, начиная от Америки, заканчивая Израилем. Везде, где была абхазская диаспора и адыгская диаспора, они все были здесь. Вот. И, ну, в принципе, что это было? Это было собирание сил. То есть все понимали, что война на носу. А раз такая опасность есть, надо как бы собирать братьев и друзей, и союзников. Вот. Это была главная задача. Муквашта многую историю помнит. К сожалению, у нас не нашлось вот историка хорошего, который описал бы историю, вот, связанную значит, с Мукваштой, с теми движениями, которые происходили на этой большой поляне, на исторической. Вот если вот Налыхнинская там поляна, она хорошо описана, хотя бы вот ситуация, связанная с 1866 годом, Зизари описано великолепно, как Лыхнинское восстание. Но то же самое в этот же год проходило, кстати, и здесь, на Муквашта. Здесь было огромное собрание абжуйцев, и здесь выступали перед ними такие же вот чиновники, типа Жириновского, знаешь, у которых язык за зубами не держится, и они материли абхазцев здесь. Материли,
Ну, если я не ошибаюсь, там история была такова, что, значит, им как бы тоже сообщалось о том, что вот вы свободны, теперь рабства нет и так далее, и так далее. Вот, что было как бы в диковинку абхазцам слышать о том, что они рабы там. Лыхнинское восстание началось по одной из причин, была этическая. Потому что когда людям сказали, что вы теперь свободны, нет у вас, короче, на вас право к дворянам, рабство уже отменено, дворяне возмутились, сказали, говорит, князья тоже, что мы, говорит, никогда не были рабовладельцами. А крестьяне сказали, мы никогда не были рабами. То есть там это было оскорбительно. По тем временам этого было выше крыши достаточно, чтобы начать стрелять в обидчика. Примерно то же самое здесь произошло, и здесь было, значит, вооруженное восстание. Здесь вот, значит, тогда вот и царские войска, и чиновники, которые здесь находились, они были выбиты отсюда, их гнали преследовали до Галицги, переправились через Галицгу, загнали их в Вилорский храм. Там вот так они кое-как, значит, спаслись. Собрался народ, в общем, новый чиновник, генерал, начальник Сухумского округа, тогда Абхазия так именовалась. Ну, прибыл, они ждут, он с опозданием прибыл, смотрит, он скачет на коне, и рядом с ним маленький переводчик такой, абхазец на коне, маленький такой. Ну, народ ждет, несколько тысяч стоит. Подчеркиваю, тогда фактически, практически, кроме единиц, никто не владел совершенно русским языком. Ну, не понимали. И ну, тот вышел на трибуну и говорит, абхазцы, извиняюсь, мать, ну, заругался. Почему не платите налоги? Он говорит, что он сказал переводчику? А этот взял и перевел дословно, говорит, абхазцы, он говорит, почему не платите налоги? И вспомнил там кое-что. Что? И народ сколыхнулся и пошел на этого генерала. И ему, ну, охрана говорит, уходите, говорит, скорее нужно уходить, а то будет, разорвут вас. Ну, сообразил все-таки, развернул коня, у него мощный скакун был, и уходят они. И вот эта вся масса вскочила на коне, несколько сот человек преследуют генерала. Прискакали в Ачамчире, он в окружной, ну, там окружное начальство сидел, зашел в дом, закрылся. Окружили, говорит, если ты мужчина, выходи, народ стоит, вооруженный, возбужденный. Так. Думает, что делать? К нему подходит, абхазцы, говорит, уважают мужество. Выйди, говорит, извинись, говорит. Ну, по-мужски извинись, говорит, чтобы инцидент был исчерпан. Он выходит, а там стояли люди, у которых музыкальный слух был у абхазцев, идеальный слух. Ну, что абхазцы снова повторяют нецензурщину? Что я такого сделал, говорит. Ора, говорит, а мне газигит, говорит, нашу мать вспомнил. Снова ад, и догнали его до Кодора. Потом его сняли с работы. Ну, и вот это такой анекдотичный, но реальный случай произошел. Потом меньшевики, вот, значит, грузинские меньшевики, они захватили вот эту сопку, и отсюда они обстреливали село Моква, да. Они взяли, значит, в заложники монаха, вот я не помню его фамилию, по-моему, была Калия, я могу ошибаться. И они хотели его убить, и группа, значит, его родственников и друзей во главе с женщиной, вот я не знаю, кто она ему приходилась, они атаковали вот этот вот храм, вот видишь, вот здесь вокруг крепостная стена идет, у них здесь пулеметы стояли и так далее, они атаковали, выбили отсюда вот этих грузинских меньшевиков, освободили монах. То есть много исторических событий здесь происходило. Был такой очень интересный человек, священник Баху Какалия. Он дожил до 50-х, 60-х годов. Огромного роста, очень образованный был. И дух у него был такой наш абхазский дух, настоящий. И он приходит в монастырь, а там уже сидят грузинские военные части, пулеметная точка, артиллерийская точка, как в казармах расположен отряд. И он так присматривает. Они догадались, что что-то не то. И он что делает? Он так обходит осторожно и так, знаешь, покрестился. А, говорит, он еще крестится, говорит, ну, и заходит, а там было здание, ну, где община собиралась. И он так крикнул, видишь, что там кто-то есть. Кто есть, выйди, говорит. Выходят молодые ребята, боевые, там, Нестор Бегова, Мустафа Калия, боевые ребята такие. Вы что, говорит, здесь находитесь, говорит? Надо их уничтожить, говорит, всех. Мы ждем этого, говорит, готовы к этому. Назвал людей, говорит, этих соберете. Он знал всех, ну, кто способен был.
до 100 человек. Связь будем держать через мою жену. А жена у него была, ну, Хацампюс, амазонка абхазская. Молодая, Гушка ее, ну, детское имя Гушка. И он вышел, пошел так дальше. Его арестовали, арестовали, повели в Ачамчири, по-грузински говорят, расстрелять его в пути, как будто ну, при попытке к бегству. Он это услышал, улыбнулся, идет, и он их за руки взял и начал им читать что-то Руставели на грузинском языке и объяснять, какая это гениальная поэма. В общем, такого говорит, человека убивать нельзя. В общем, приказ нарушили, привели его, сдали в комендатуру в Ачамчири. А жена это под видом того, что она вот в поле несет пищу, она пошла в лес, нашла ребят, говорит, так и так и так и так, в такой-то, в общем, ночью мы должны взять монастырь. Но, говорит, я вас прошу, она боевая была очень. Доверьте мне, говорит, пулемет. Я должна пулеметную точку уничтожить. Ну, боевая была. В общем, в назначенный час они окружили монастырь, и через ограду она первая запрыгнула, уничтожила гранатами пулеметную точку. Никого там, весь отряд был, в общем, ну, месть за то, что у монастыря погибли абхазы из Турции, они отомстили, в прямом смысле слова. И рассыпались все. Она в ту же ночь садится на коня, едет в Сухум с племянником, находит там важных чинов, освобождает мужа и к утру его возвращает. Вот такой эпизод был.
Был такой Симон Петрович Басария, Магайдапсо он подписывался. Это был человек, который думал, как говорится, на 100 лет, на 200 лет вперед. Имел блестящее образование, но помимо этого у него была душа, как говорят, в народе. И вот он в 13 году организовал Мукашта, Абджуа Резера. Какие вопросы там ставились? Образование, культура, язык, школы. Была избрана почетная комиссия из князей, дворян и анхаю. Сильнейшие ораторы были тогда, вот, как, скажем, Якуб Делба, Кан Цагурия, Кяго Ясман Киут, Шакай Кисо, Зафас Тарба, Якуб Тарба, это уже Мокский. И князья и дворяне, представители родов Маршан, Ач, Баман, они все родили за народное дело. Притом они родили в самом хорошем смысле этого слова. Была режиссура. То, чего не хватает сейчас, кстати, происходит массовое, значит, праздничные гуляния, тогда, где есть танцы, скачки, чтение, значит, стихов, песнопение и так далее. Нужен обязательно какой-то сценарий, сценарный план и человек, который проведет его. И был такой вот у нас человек, значит, слава богу, Дмитрий Иванович Квартала, он отрежиссировал это все, и все прошло великолепно, как подобает хорошему театрально-зрелищному такому, значит, мероприятию. Вот. Народу было, конечно, уйма. Здесь были, значит, конники со всех концов Абхазии, здесь были ансамбли. Вот. Погода не подвела, было великолепно. Пьяных я никого не помню здесь. Тогда не было таких правил, чтобы где-то здесь кто-то разворачивал, значит, там фургончики с водкой там, да, то есть это исключено было. Люди были абсолютно трезвые, счастливы, без всякой выпивки. Тогда для меня в диковинку был проведен конкурс юмористов. Значит, Апсуайхаму, вот это Алафхара, Алерс. Это такое вот целое направление в культуре, которое мало исследовано. Но вот Платон Бебе, да, дай Бог ему здоровья, он занимался этим вопросом. Здесь была сцена между двух деревьев. И вот на этой сцене, значит, и коллективы выступали, а потом, значит, Алафрхон, юмор, рассказывали разные истории и так далее. Он же и взял первое место, потому что Платон Бебе это был вообще уникальный, значит, юморист такой очень. Ну, вот это было хорошее явление, но, к сожалению, в традиции как-то оно не закрепилось. Значит, видимо, все же нужен человек, который это будет делать. Но вот это вот все гуляние, это, знаешь, как пляски перед боем. Это вот как на войне, ты видел, наверное, много видеокадров, когда перед наступлением, перед боем ребята танцуют. Это не просто так. Это вот как-то дается чувство свыше, да, что это надо сделать. Вот, и вот это вот руководство Абхазии тогда вот во главе с Ардзем, они это почувствовали, они вот это сделали, вот такой пляску перед боем. И вот закончился этот фестиваль, отменили Конституцию и приняли символы государственной власти. Вот флаг, герб, вот это все, значит, по-моему, гимн. И буквально на следующий день Ардзем уезжает в Турцию. Там проверить как бы силы свои, там, значит,
как бы устроить вот некий смотр сил. Вот так все было вот закручено, понимаешь? То есть этот фестиваль не просто там пришло там, значит, желание потанцевать, а он был проведен как бы вот в таком русле всех политических каких-то вот событий, каких-то действий, подготовки, чтобы обезопасить себя в случае войны, или же даже вот этими действиями предотвратить войну, показать врагу, что, смотрите, мы едины, нас поддерживает весь адыгский и абхазский мир, и вообще мир порядочных людей, и что вам не стоит на нас нападать. В историю Абжуа и Изара как-то причудливо вплетаются имена и других ярких лидеров абхазского народа. Говорят, что в 1918 году, в период оккупации меньшевистских властей Грузии, как и бывает в смутные времена, преступность в Кадорском уезде достигла необычайных масштабов. И тогда, по предложению Симона Басария и при содействии дворянина Арзагана и Мухвари, власти вынуждены были освободить из заключения Нестора Лакоба и назначить его начальником Кадорского участка полиции. Они посчитали, что только Нестор, благодаря своему авторитету, может стабилизировать ситуацию. И тогда на Мукваште собрался народ. Все ждали появления Лакоба. Поставили стол, он же невысокий был, на стол он встал и говорит: «Ажвар Шхацка, покажите мне настоящего мужчину», говорит, который, говорит, смело, говорит, пошел вглубь моря, говорит, взял корабль, говорит, все снял, все, что там было, снял, раздал людям, говорит. Покажите мне настоящего мужчину, который, говорит, назначив срок, говорит, как делают мужчины, говорит, взял банк, тоже, говорит, раздал его людям, говорит. И покажите мне другого мужчину, который, говорит, перешел хребет, пригнал отмен кабардинских скакунов, говорит. А вы, говорит, и называет, вы эти из строя, ну, вышли там, человек 30 их было, которые неуправляемые, так скажем. Вы, говорит, грабите людей, которые вас кормят, поят, воспитали вас, говорит, своим молоком, говорит. Это же наши матери все, говорит. Оставляете их детей, сирот, без куска хлеба, без молока. Я знаю, как с вами, говорит, поступить, но на сей раз, говорит, вы просто, говорит, сдадите оружие и будете арестованы. Буквально месяц преступность упала на ноль в Кадорском участке. Насколько я знаю, вы автор костюмов этномузыкальной части этого мероприятия. Вот сложно ли было сделать так, чтобы люди выглядели гармонично? Возглавлял ансамбль очень талантливый хореограф, один из, наверное, самых ярких хореографов, Акаки Малия. Это ансамбль, по-моему, назывался «Ерцах». И еще до того, как я даже пошел служить, он как-то обратился и говорит: я хочу, говорит, сделать народный, настоящий народный такой хоровод, танец, в котором все не как под копирку в одном костюме, а чтобы они все были разные. То есть, когда сам хореограф ставит тебе такую задачу, легко. В чем проблема? Материал есть, люди посеют. В то время еще больше носили, значит, национальную одежду, это архивы есть, никто еще ничего не сжег. И вот, когда ты взаимодействуешь с таким человеком, с такого высокого уровня, значит, культуры, легко получается все. Это ткани под разный цвет, черкесский и так далее, женских этих курточек, юбок, абсватского. Найти было непросто. И еще надо бы... Помимо того, что цвет, надо еще фактурный, чтобы они не очень тяжелые и жаркие были. Да? Вот это все вот сочетать, конечно, было трудновато. А в остальном какие проблемы? Это и сегодня. Лишь бы хореограф был точный. А то одевается под копирку и как бы танцует, и называется абхазский. Что есть настоящее? Тут уже ничего не поймешь, что настоящее. Даже вода не настоящая уже, да? Вот что настоящее есть. Если не народная традиция, да, то ничего настоящего больше-то и нету, по большому счету. И чем дальше, тем будет хуже. А вот народную культуру надо беречь, ее в ерзац нельзя превращать, в аля.
Нельзя делать такие вещи в угоду какому-то туристическому, так скажем, там, значит, климату в Абхазии. Вот сейчас я иногда слышу, что там какие-то туроператоры там какие-то проводят уже, значит, объявляют, значит, как-то там спонсируют народные гуляния и так далее. Ну, дикость полная. То есть, вот, понимаешь, как, вот это очень важно, что народные традиции, они должны, корни народные, вот, как бы вот они естественным образом должны, значит, возникать и развиваться, и пользоваться как бы вот как инструментом для того, чтобы держать народ в каком-то собранном таком виде, да, не разваливающемся. В этих случаях огромную роль играет именно вот народные гуляния, народные праздники, такие как Лохнаш, Табжуа, Рейзер и так далее, и так далее. Скачки наши, там, стрельба из лука, там, игра аймцакяча, вот разные спортивные состязания, которые проходят, рубка шашкой, там, да, футбол, вот этот. Это настолько наше, да, что если мы ее потеряем или превратим в какой-то туристический бренд, то мы сами исчезнем как народ. Понимаешь? Это очень важно, то, что это растет не из административных кабинетов, а из народа. В народе люди живут, которые сами плохо кушают, но корня кормят, понимаешь? Ради того, чтобы потом прогорцевать, проскакать и взять какой-то приз. Вот если вот это вот народное движение поддержит государство и какие-то там, я не знаю, пусть меценаты и так далее, это будет еще лучше, понимаешь, будет великолепно просто. Чем больше таких обоснованных на народных корнях праздников, тем нам красивее будет и лучше будет жить. Сегодня на этой священной поляне мало что свидетельствует о значимости Муквашты как важного этнокультурного исторического комплекса. Состарилось вековое дерево посередине арены и срубили. Наверное, посадят новое. И не видно обычных традиционных строений. Собор по-прежнему нуждается в качественной реставрации. Во всех странах мира давно внедрены разные формы сохранения традиционной народной культуры. Этнографические музеи под открытым небом, строят этнические деревни. И многие представители абхазской творческой интеллигенции, ученые, люди творческих профессий давно вынашивали подобные идеи, но никак не получилось их реализовать. Ну, были идеи, бедный Атармат Харашвили с этой идеей умер. Стасик Цвижба умер с этой идеей. Юрий Гудисович Аргун, который возглавлял все это движение, с этими же идеями и умер. Так и не смог чиновничью стену непонимания пробить. Вот не смогли сделать этническую деревню абхазскую. Ну что стоит? Ну какие-то миллионы, ну бог ты мой, ну что стоило? Вот сколько уже жизни ушло, да, и как это можно сделать, вот этот абхазский двор, и вообще как это все оживить, чтобы по-настоящему, чтобы не только приезжающие, а вот сами абхазцы видели. Понимаешь, у нас же некоторые деревни вот можно еще объявить культурным каким-то заповедником. Саму деревню по себе возьми, там от Хара, например, такие села, как Ачандара, Дурипш наверху, там есть такие места, а Хаблако, там, где так живут, как будто, знаешь, вот просто псуацас там, что их забор, что их дом, что их хозяйство, великолепное, понимаешь? Их надо уже объявлять и помогать этим крестьянам, которые там живут, поддерживать это состояние, чтобы они там не делали вместо старинного забора там алюминиевый провод, понимаешь, забор какой-то там профиль. Этим можно тоже путем идти. А помимо этого надо создать этническую деревню, серьезную, вот, где показать вот, быт абхазцев, там, хотя бы вот, позднее средневековье там, и ближе к нам еще по времени. Вот это вещи очень нужные. Это вся Европа занята этим, потому что они многие говорят, Европа теряет свою идентичность, ничего подобного. Они такие деревни имеют, они живут. Вот сейчас недавно было, значит, на какой-то праздник Рождества 20 тысяч викингов вышли в полном вооружении, прогулялись там в каком-то городе, короче, в английском городе. Абсолютно аутентичные ребята. И это не сделано там, абы как, знаешь, декорации. Это все настоящее. Это оружие, это костюмы, это бороды там. Как они могут потерять свое? Никогда не потеряют, потому что они идут правильным путем. Поддержка государства нужна, специальные программы нужны для этого. И серьезная работа ученых нужна, этнографов, серьезная работа, потому что это надо все восстанавливать. И должен быть консультант, который объясняет, как надо, а не вводить туда новшества, как наши любят, знаешь, там, и современный день. Знаешь, такая есть фраза в абхазцев. Ты придешь с такими вопросами и скажешь, что это надо, бизнес надо поднимать, надо поднимать. А для какого ты гражданина хочешь поднять, все сделать?
Этот гражданин уже с размытыми очертаниями, непонятным, маргинального типа человека, а ему это бизнес что? Ну и что? Ну будет он богато жить, дальше что? А кто он? Это же важно. Я думаю, что настанет время, когда мы осознаем, что мы хозяева земли, понимаешь, а не живем, как говорится, купи-продай. А мы хозяева земли, своей родины, своих традиций. Все наши обычаи неформальные, они держатся на стержне, внутреннем стержне нравственности. А выше этого ничего нет. Вот такая интересная история получилась из всего лишь одного эпизода старой хроники праздника Муквашта. И пусть еще очень долго своего рода магические ритуалы, наши этнические праздники хранят нам память народа и волю к возрождению. До встречи в путевых заметках.